Мы продолжаем рубрику «Диалоги Лыв-арт-музея». И сегодня у нас в гостях директор Национального музея Бурятии, почетный академик Российской академии художеств Бараноева Татьяна Анатольевна. В 2021 году в рамках ВЭФ Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия подписал соглашение с Национальным музеем Бурятии. И плоды нашей совместной работы вылились в очень интересный проект. Про него мы сегодня с вами поговорим. Но не только про него. Дело в том, что Татьяна Анатольевна впервые посещает нашу республику. Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, свои впечатления о Якутии. Вот знаете, как это бывает, иногда говорится, о чем мечтаешь, что исполняется. Я очень давно мечтала приехать в Якутию, и, конечно, всегда хорошо знала художников, особенно Осипов, мне очень всегда нравился. И я, когда смотрела на его работы, мне всегда казалось, вот так хочется посмотреть эти пейзажи Осипова. Вот. И благодаря вот нашим совместным проектам замечательным, да, и тому, что я еще познакомилась с Ульяной Алексеевной Винокуровой, и как-то вот эти рассказы о Якутии, они воплощаются в реальность. Якутия на меня производит, вот сейчас буквально какое-то такое очень интересное впечатление, такое погружение, да, и вот этот образ СРГ с коровами, там, это вот у меня прям, я теперь понимаю, да, какие-то смыслы, которые сокрыты в якутской культуре. Когда ты видишь, погружаешься в этот материал, то ты очень много начинаешь понимать. Вот, поэтому для меня Якутия — это открытие, это радость и какое-то вот необыкновенное ощущение тепла от людей, хотя холод. Спасибо большое за такие добрые слова. Татьяна Анатольевна, вы возглавляете очень крупное учреждение культуры Бурятии. Можно сказать, главный музей республики, Национальный музей Республики Бурятия. Расскажите немножко об истории этого уникального учреждения и, возможно, о самых таких вот ценных, на ваш взгляд, коллекциях. Ну, что могу сказать? Наш национальный музей, сразу такую как бы преамбулу, да, это вообще новое учреждение. В каком плане? Что мы, как некое объединение разных музеев, создались по приказу, по постановлению правительства только в 2011 году. То есть достаточно молодое юрлицо, но, тем не менее, до того, как мы стали национальным музеем, у нас есть история. У нас есть история, то, что мы соединились музей исторический, музей художественный, музей природы и филиал музей декабристов. А вот музей истории, которому в этом году исполняется 100 лет, как нашей республики, он по постановлению правительства, тогда Наркомпроса Бурятской АССР, назвался Бурят-Монгольский национальный музей. И поэтому, я думаю, исторически вот так сложилось, что то, что называлось национальным музеем когда-то, некая институция, да, учреждение культуры, оно как бы вернулось вот на эту историческую нишу, да, получается, как бы через много лет. Поэтому все, наверное, взаимосвязано. Да? Вот, поэтому наш музей действительно, как вы правильно сказали, он стал главным музеем, центральным музеем. И самое главное, что мы еще помимо того, что мы такую основную миссию музеев выполняем, мы еще и курируем как бы работу наших муниципальных музеев. Вот, поэтому мы как бы куратор, да, такой вот наставник для наших музеев в районах муниципальных. Ну и также мы координируем и работаем, в основном методически, конечно, с ведомственными музеями. Очень активно работаем с частными коллекционерами, да, то есть мы общаемся, помогаем. Вот у нас, например, в прошлом году возникло такое частно-государственное партнерство с галереей Льва Бардамова, то есть наши сотрудники помогают
помогают и как бы развивают эту работу. То есть какие-то разные формы. Когда-то в стенах нашего музея проходила прекрасная выставка из коллекции вашего музея имени Сампилова, посвященная героическому эпосу ГСР. Ну, вы, наверное, слышали, что в Якутии тоже есть свой эпос «Аланхо». Да. Очень мощный, интересный. Конечно, якутские художники очень часто обращались к образам Аланхо. Вот это, наверное, нас тоже связывает, да, такие нити какие-то определенные. Думаю, вы правы, безусловно. И когда я помню, это вот как вот четко и ясно, когда был звонок Аси Львовны мне, и она говорит: давайте сделаем выставку в рамках нашего проекта «Эпосы». И, конечно, мы, посовещавшись с коллегами, понимали, мы просто обязаны помочь нашим коллегам и показать наши эпосы. Но я хочу поблагодарить все-таки коллег из Якутии. И именно этот проект «Лики Гасариады» нас сподвиг на создание в 2021 году. Мы написали грант правительства Республики Бурятия и создали электронный каталог «Лики Гасариады». И куда внесли все наследие Гасариады изобразительной, которое хранится в нашем музее, начиная с 40-х годов прошлого века. Как здорово. Татьяна Анатольевна, мы знаем вас, конечно, как великого профессионала, музейщика, и мы знаем, что вы активно ведете выставочную деятельность, проводите крупные общественные мероприятия. Вот можете вспомнить, вот что для вас особо такого важного произошло за последние годы, и вы чем действительно гордитесь? Ну, я хочу сказать, что работы всегда было много и разной, и выставок тоже, но вот вспоминая последние какие-то проекты последних несколько лет, я думаю, что это был, наверное, проекты. Во-первых, очень интересная у нас была такая коллаборация с нашими современными галереями в Москве, когда мы в Кремлевском дворце съездов выполнили невыполнимую, мне кажется, задачу, когда мы представили проект «Бурятия. Сакральная территория» и показали в фойе выставку. И, в общем, собрав наших знаменитых художников, и Таши Намдакова, и Зрикто, нашего молодого художника Жикжита Бысхал, показали наши работы наших бурятских художников прямо вот там, в Кремле. Ну, в общем, в сердце нашей Родины, да. И это было как бы рядом с концертом, который был посвящен Сагалгану, Восточному Новому году. И вот это был такой очень интересный такой проект, сложный. Вот когда перед тобой ставится сложная задача, то интересно ее решать. Это как такой, знаете, вызов. Вот тебе поставлена задача, а ты должен ее решить. Вот. И мы очень много делаем выставок различных межрегиональных. У нас замечательные были выставки, вот как раз с Приморской галереей картинной, да. Я думаю, что у нас тоже приедет и ваши художники. Огромный интерес, кстати, к вашим художникам. И я знаю, что в этом году, вы знаете, «Зона» у нас будет, зональная выставка. И с удовольствием ждем якутских художников. Нас связывает очень много различных проектов, и действительно в этом году летом будет проходить большая зональная выставка, и в Улан-Удэ у вас. Все в гостях мы побываем, и на фоне этой выставки пройдет конференция «Потаповские чтения», которая давно уже регулярно проходит на фоне зональной выставки. Ну и, конечно, зная вас как организатора, я не могу не вспомнить первую байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока, которая, я думаю, является таким историческим событием для музеев нашего региона, и не только, и России в том числе, потому что та планка, которая была задана, а вы были одними из организаторов этого крупного музейного события, она, конечно, можно сказать, всех впечатлила, и мы с удовольствием вспоминаем Байкал, Улан-Удэ и вот эту Байкальскую первую ассамблею. Спасибо большое. Мы тоже очень вспоминаем наши теплые встречи в Улан-Удэ, в Бурятии, и это действительно был такой прекрасный обмен
прекрасные дискуссии, да, и самое главное, такое мне все-таки кажется, получилось погружение, да, погружение в Бурятию. Вот наши гости погрузились так, через наше культурное наследие. Это точно. И сегодня, кстати, вот погружение в Бурятию мы предлагаем всем жителям и гостям города Якутска, потому что открываем уникальную выставку «Атлас тибетской медицины» из собрания Национального музея Бурятии, в связи с чем вы приехали к нам в республику. Татьяна Анатольевна, пожалуйста, расскажите про вот этот уникальный памятник культуры. Я хочу сказать, что, конечно, проект действительно уникальный. «Атлас» является одной из сокровищ нашей коллекции, жемчужиной нашей коллекции Национального музея Бурятии. Самое главное, что этот уникальный памятник, мы говорим, что он два в мире существует памятника. Один находится в Тибете, и второй памятник, второй, написанный в конце XIX века, по оригиналу XVII, находится вот как раз в нашем музее. Там уникальная история, как он писался, по чьему заказу, и это вот как бы документальных свидетельств этого нету, но наши исследователи, проведя очень большую кропотливую работу, говорят о том, что все-таки это было написано, и очень много сыграл Агван Даржиев, очень такой большой великий лама. Он был советником при дворе Далай-лама XIII в те годы. И имея вот этот доступ к закрытым монастырям Тибета, все-таки Тибет конца XIX века это совершенно другая была страна, да, и вряд ли кто мог спокойно прийти и что-то там рисовать, да. Вот это был такой, видимо, специальный заказ, который на протяжении, возможно, даже нескольких лет перерисовывал. Оно 76 таблиц этого атласа, которые являются такой высокоточной иллюстрации к очень древнему и знаменитому тексту Байдурья Анбо, комментарий к большому трактату Джудши, или 4 основы. Да. Вот эти вот Джудши – это трактат, который состоит из двух как бы древних памятников. Туда вошли трактаты Аштария, Хаританка Аштария, это трактат индийский, и трактат «Царь Луны», китайский трактат. Все, что касается древних сведений о медицине, они были собраны в единые вот эти тексты, переработаны. И тексты Джудши, они как бы изложены в стихотворной форме. И там есть, конечно, сугубо медицинские. Это и инструменты, и такие вот листы с иглоукалыванием и так далее, да? Их 36. Но есть листы, которые как бы такая энциклопедия жизни Тибета того времени. И самое интересное, что они написаны на холсте, минеральными красками, и очевидно, как говорят исследователи, все-таки это работа не одного художника, это, наверное, несколько художников работали, и это стиль вот как бы вот этой тибетской живописи буддийской, да, то есть вот эта традиция такого вот письма, когда основу составляет линия. То есть сначала идет линия, потом идет как бы вот это тональное, ну как бы вот подкрашивание, да, как мы называем, подкрашивание. И, в общем, вот эти вот краски минеральные, они немножко такой вот где-то, может быть, напоминает акварель, да, такая вот тональная, такая немножечко растушевочка есть, да. Вот, но само по себе, знаете, это такое как бы увлекательное путешествие, разглядывая эти рисунки, погружаться вот в этот мир, совершенно далекий от нас, удивительный, таинственный мир. Но это самое интересное, что там все очень прагматично. И как бы сначала кажется, что что-то непонятное, а когда начинаешь как бы погружаться и читать текст Байдурья Анбо, то ты понимаешь, что это просто идет четкая
иллюстрация. То есть текст ложится на картинки. Вот. И это, конечно, удивительно, потому что на самом деле, ну, не так вот, я не помню таких примеров, когда, знаете, текст, особенно медицинский, ведь это сложный в любом случае текст, да, это специфический, сугубо профессиональный, да, так скажем. Но здесь он преобразуется вот в этих картинах в такой совершенно другой какой-то мир, да, вот так. А есть у вас любимый лист? Вот мой любимый лист, это вот второй лист, это с деревом, где изложено вот как бы здоровый организм и организм, который болезненный, да, организм, и где вот в этом дереве, древе болезней, да, как бы понимаешь, в общем-то, основа наших, ну, здоровья это прежде всего мы сами. Вот, потому что и там такие вот моменты, когда говорится, что нужно правильное поведение, правильная еда, правильный сон, как бы простые вещи, да, которые мы все знаем, но Это правда. это правда. И когда древние тебе говорят об этом, да, и ты смотришь, читаешь эти тексты, ты понимаешь, что, наверное, надо просто все очень правильно делать, и тогда твой организм будет Благодарен. да, благодарен, в И гармонии силы. и балансе пребывать. Вот это самое главное. И вот когда мы каждый раз, когда приходят к нам гости, приходят в музей, и мы рассказываем про атлас, и все понимают, что ничего драгоценней здоровья нет. Вот, то есть можно все и о чем угодно говорить. Мне очень понравился лист, где сравнивается человек со зданием. Это То есть потрясающий лист. крыша там есть, да, это фундамент Да, есть, да, да. И что, окна есть. что сердце это наш царь, да, Да, это да, да. здорово. Это очень интересно. Действительно, атлас отражает картину мира очень целостно, гармонично и на самом деле говорит о вечных ценностях. Да? Безусловно, И очень правильно, что открываем мы в апреле эту выставку. 7 апреля это Международный день здоровья. Да? О, да? Да, Как интересно. и, конечно, здесь мы говорим о здоровом образе жизни, о том, что человек и древние секреты медицины, они актуальны, они вечно актуальны, и сегодня очень актуальны. Вот. Татьяна Анатольевна, конечно, большое счастье, да, что 40 свитков у нас представлено в музее, но мы эту выставку дополнили еще экспонатами из Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, потому что у нас есть небольшая, но очень интересная коллекция Востока, которая представлена в галерее зарубежного искусства, и вы туда ходили. И какая-то часть хранится, конечно, в фондах, как у всех музеев. Да? И здесь мы представляем танки из собрания нашего музея, очень красивые. Вы впервые представляете? Да, ну они, можно сказать, десятилетиями не показываются, очень редко мы их показываем. Мы здесь в зале показываем ювелирные традиционные украшения бурятов, которые славятся, конечно, по всему Дальнему Востоку, потому что и не только. И не только, да, это тяжеловесные, очень монументальные произведения ювелирные с кораллами, да, с какими-то вставками из натуральных камней. Конечно, здесь есть и пластика, связанная с традициями Тибета, Монголии, ну, буддизма в первую очередь. Наша выставка будет интересна всем жителям и гостям Якутска, и очень важно, что ваш проект выставочный вошел в артефакт по нацпроекту «Культура», и благодаря чему посетитель сможет прийти на выставку и самостоятельно, наводя камеру смартфона, сейчас смартфоны практически у каждого есть, послушать, можно сказать, полную экскурсию по этой выставке. Вот артефакт в вашем музее еще вот помимо атласа где-то представлен в экспозициях? Ну, у нас это был первый наш проект с артефактом, а также мы, сделали, поставили, представили артефакт, у нас платформа на
постоянной экспозиции русского искусства, а также в экспозиции Музея природы у нас тоже представлен артефакт. И в этом году мы готовим Музей декабристов экспозицию, тоже чтобы была доступна на артефакте. Но я желаю вам победы, потому что я знаю, что артефакт — это как платформа, которая на конкурсной основе как бы Да, определяется, да, поэтому я знаю. это, конечно, говорит о том, что ваши научные сотрудники прекрасно работают с собранием музея. Татьяна Анатольевна, в заключение, пожалуйста, пожелайте жителям Якутии какие-то хорошие слова. Ну, дорогие друзья, я хочу выразить какую-то такую радость, что я действительно попала в Якутию. Мне очень нравится этот край, замечательная земля, замечательные люди, край Аланхо. Вот. И хочу пожелать, чтобы, придя в музей, в Национальный художественный музей Якутии, вы как можно чаще ходили в музей, потому что именно здесь, в музее, вы, наверное, это такое место, где вам будет спокойно, гармонично, вы очень много узнаете. Придя на нашу выставку «Атлас тибетской медицины», все-таки, наверное, какую-то часть, какую-то тайну вот того, что хранили эти древние секреты, как люди раньше стремились сохранить здоровье, какая-то часть вам приоткроется. Спасибо. Татьяна Анатольевна, спасибо большое за очень интересную беседу, за прекрасный диалог. А вас, дорогие друзья, мы приглашаем в музей. Приходите на выставку «Атлас тибетской медицины».